Так, про це все ми поговоримо з нашим гостем, але я відразу перепрошую, бо можу перейти на російську мову для того, щоб мене розумів наш гість. Рубен Меграбян, політолог з Вірменії. Рубен, добрый вечер. Приветствую вас, Анна. Спасибо за приглашение. Слава Украине. Так, героям слава. Давайте попробуем разобраться, какая ситуация сейчас в Армении. Накануне выборов очень важных. 2 дня остается, да, и вот Путин уже не скрывает, в принципе, своих планов, если что, если вот вы там будете смотреть в сторону Запада, в сторону Евросоюза, то вот в Украине тоже с этого начиналось. Он называет войну конфликтом, да, и говорит, что в 2014 году с этого и начиналось, что Украина вот захотела быть с Евросоюзом, идти туда. Возможен ли в принципе, давайте с этого начнем, в принципе, возможен ли сценарий Украины в Армении, на ваш взгляд? Ну, нет, невозможен хотя бы по той причине, что нас Господь уберег тем, что у нас нет общей границы с Россией. Второй фактор, который не позволяет вести аналогию с этим, это то, что Украина 13-14 года это одна история. Там Россия была одной, сейчас Россия другая, и опять-таки благодаря Украине, благодаря тому беспримерному сопротивлению, которое Украина оказывает этому преступному бандитскому режиму. И на 5-м году мы видим, что у них там и выбиты зубы, и переломан позвоночник. Нечем. Разве что бросаться в нас лаптями и больше ничего. Ну и шипеть там из своих кремлевских болот. Поэтому здесь прямых аналогий нет. Но вот методология – это да. В принципе, образ мышления, да, там у них мышление-то не изменилось. Более того, оно еще и деградировало. Если тогда работал какой-то креатив, они еще пытались как-то вот обмануть Запад, тогда, когда Россия, да, считалась сложным, но тем не менее партнером Запада. Сегодня Россия изгой. И фактически считанные часы оказались достаточными для того, чтобы Европейский Союз высказал нам, во-первых, безоговорочную солидарность и запустил вот первые такие вот пилотные проекты по переориентированию армянского экспорта на европейские рынки. И не только европейские, но и вот есть релиз о том, что и Канада готова открыть свои рынки, и Соединенное Королевство, и, кстати, и Украина, за что я хочу выразить и свою благодарность вашей стране, также запустила пилотный проект в отношении вот роз, которые у нас растут. И это только начало, это такие вот краткосрочные меры. Это пилотные проекты, и они, да, будут запущены. Фактически Путин сделал все, чтобы перейти все точки невозврата, и понятно, это переориентация нашего экспорта. И это неизбежно приведет также и к реструктурированию нашего импорта также. Рубен, это уже необратимо. Понятно, что мы больше туда не вернемся, сколько бы и потом Путин там не плакал в подушку или в жилетку, я не знаю. То есть можно сказать, что вот этот его демарш торговли сейчас может вам сыграть на руку, и вы можете быстро переориентироваться на рынке Евросоюза. Это же да, занимает какое-то время. Насколько сейчас Армения зависит все-таки от России и в плане нефти и газа, и в плане рынка сбыта продуктов по экономике, потому что Армения же остается сейчас формально в этом союзе, да, торговом, экономическом, евразийском.
Да, это так, но вот те геополитические изменения, которые произошли и происходят в нашем и в смежных с нами регионах, позволяют утверждать, что да, зависимость есть, но она уже не критическая. То есть все стремление Путина Армению ввергнуть в коллапс, они обречены, вот эти попытки обречены на неудачу. Путин может нанести краткосрочный ущерб Армении, но само вот такое устремление является просто свидетельством того, что морально-политическое фиаско российской политики переходит уже в морально-политическую катастрофу уже необратимо. То есть Тем Армения более, без России повторяю, сможет, да. так? Можем констатировать, что Конечно, вот эти попытки конечно Путина. сможет. Да, конечно сможет. А какие настроения вот там среди того электората, который готов сейчас поддержать все-таки европейские настроения? Есть ли люди, которые, вот там есть какой-то процент, который все-таки видит, что Армения не должна разрывать полностью связи с Россией? Вот какие настроения вы видите, насколько готовы полностью все прекратить и развернуться сейчас? Ну, мой ответ основан как на моем личном опыте общения с гражданами, потому что я сам являюсь кандидатом в депутаты, я еще и вице-председатель партии «За республику», партия, которая была одной из инициаторов сбора подписей по законопроекту о начале политического курса по вступлению в Европейский Союз вместе с двумя другими партиями и рядом общественных организаций. А также вот последние на днях данные соцопроса достоверного, согласно которому 75% граждан Армении за полноправное членство Армении в Европейском Союзе. Ну, понятно, что 100% не может быть, четверть населения, тем не менее, еще имеет какие-то иллюзии в отношении России. Но я хочу также обратить ваше внимание на то, что Путин делает все, чтобы эти 25% обнулить, и я уверен в том, что он добьется своего вот такого успеха. В том, чтобы эти 25% обнулить. Вот тем, что он сейчас делает перед выборами, да? Конечно. А какие инструменты использует? Мы понимаем, что это приблизительно то, что уже было с нами, с Украиной, да, это пропаганда, это силы, политические силы, да, там бывший президент ваш, который есть пророссийским. Вот что еще есть сейчас, то, что можно назвать влиянием Путина в Армении? Путин сейчас предпринял, можно сказать, такую хрестоматийную гибридную агрессию против Армении. С использованием практически всех инструментов гибридной войны, всех компонентов гибридной войны, за исключением ограниченных военных действий. Вот это у России не получается. Да, у России есть силовое присутствие в Армении, вот 102-я военная база в Гюмри, но в этой базе на 5-м году войны России против Украины, там жалкое состояние, и, если образно говорить, там 2 прапорщика и 3 собаки, и больше ничего. Поэтому не из чего. А в остальном это что? Это информационный террор, дезинформационная кампания, это токсичные фейки, это активизация агентуры. Это элементы торговой войны, это дискурсное давление на Армению посредством разных говорящих голов. Рубен, у нас минута остается. Я хочу услышать от вас прогноз ваш все-таки на эти выборы, которые будут через 2 дня в Армении. Какие шансы у Пашиняна?
Пашинян в настоящее время является лидером предвыборной гонки. Это отмечают все, как доброжелатели, так и недоброжелатели. Вопрос в том, какими процентами это все будет выражено. Наша партия также принимает участие. Мы надеемся пройти в парламент и быть оппозицией именно с проевропейских, прозападных позиций, с позиции защиты суверенитета, с позиции разрыва с Россией в том виде, в котором эта договорно-правовая база существует. Я уверен в том, что народ Армении выбирает будущее, а не вот это прошлое, не российское крепостничество, а именно свободное, независимое, демократическое, европейское будущее, и оно уже есть. Нужно просто защитить. 7 числа экзамен, и мы сдадим. Мы вас Всего поддерживаем, да, и очень тоже хотим видеть Армению в Европейском Союзе. Рубен Меграбян, политолог, Армения.